Добрый вечер, Хайрлах Шамлар. 8 вечера среда на телеканале АТР Музмузлар в студии Эмиль Джипар и Усман Пашаев. А наш сегодняшний гость, председатель Кенеша общественной организации Милли Ферка Васфи Абдраимов, и с недавнего времени еще и заместитель председателя Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины. Хош келдиңиз. Ну и первый вопрос: кого вы, собственно, представляете сейчас? В этой студии? В Совете, да. В Совете я представляю нашу общественную организацию Милли Ферка, от которой я туда и делегирован. Но идея Совета все-таки принадлежит Леониду Даниловичу Кучме, да? И в 99 году, когда он создавал Совет, Совет задумывался как все-таки представительный орган крымских татар, да, некая форма легитимизации, в том числе Меджлиса, и съезд, о котором шла речь тогда, это был съезд, подразумевался Курултай. Сейчас что это за совет? Ну, о том совете, который формировал Кучма, возможно, он таким его и представлял, хотя я сомневаюсь. Он никогда не позиционировал себя как большой друг крымско-татарского народа, он это очень хорошо в своей книге написал. Вот. Что касается нынешнего совета, ну, во-первых, это совет уже президента Виктора Федоровича Януковича. А он друг, да? Он тоже большой друг? Я не знаю, большой он друг или большой не друг. Вот. По крайней мере, та программа, которую он озвучил на встрече 3 августа 2010 года, а потом дал поручение в продолжении, так скажем, тех тезисов решения крымско-татарской проблематики, которые он дал премьерам Украины, Азарову и покойному Джавты, говорят о том, что поставленные задачи вполне соответствуют самым главным требованиям. Прошло 3 года с тех пор, с даты той встречи. Что конкретно изменилось? Какие конкретные тезисы были имплементированы? Они не были имплементированы, потому что 2,5 года буквально шла интрига вокруг того, вообще начнет ли легитимно работать Совет или не начнет. Но, слава богу, неделя как прошла, Совет состоялся. Теперь будем реализовывать те тезисы и те задачи, которые были поставлены в 2010 году и которые 2,5 года, к сожалению. Зрителям, да, самые основные моменты тезисов и программы Януковича, которые вам понравились. Он, во-первых, заявил о том, что он намерен довести до конца решение вопроса о принятии закона о реабилитации. Васфибей. При каждом президенте было намерение решить до конца тот или иной вопрос, и даже он был настолько до конца, что... Усман, но вы задали вопрос, я говорю о том, что он заявил, и не просто заявил. Он это озвучил публично и дал поручение высшим представителям исполнительной власти. Простите меня за длинный вопрос, я не договорил. В отличие от всех других президентов, это единственный президент, у которого есть Чечетов, и взмах один его руки, и все законы принимаются. Я не знаю по поводу Чечетова, мы говорим... Как вы не знаете? Вы не знаете, кто такой Чечетов? Я знаю, кто такой Вы не знаете, как принимались до сегодняшнего парламента решения Верховной Рады? Не было блокировки ни одного законопроекта, который шел от Банкова, от президента. Осман, я вообще-то странно. Вы задаете вопросы, не даете ответить на него. Да, я даю. Нет, не даете. Вы сразу переходите на другой вопрос. Поэтому вы спросили, что понравилось мне в той программе президента, которую он озвучил в 2010 году. Я говорю, он поставил задачу принять закон о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа, решить вопрос выделения земельных наделов, вот, и решить, в принципе, кадровые вопросы и так далее. Кадровые вопросы — это что вы имеете в виду? Ну, обеспечить необходимое представительство крымских татарских профессионалов во всех органах власти. А как это будет происходить? Это будет происходить путем, как формируются структуры власти. Вот таким образом определенный порядок. А закон о реабилитации когда может быть принят? Но дело в том, что сейчас никто не может сказать, когда он может быть принят. По крайней мере, мы намерены предложить ряд мер, которые бы ускорили этот процесс. По крайней мере, этот процесс уже начался в прошлом году. Он получил публичную сферу, он получил уже первые, так сказать, подвижки, в том числе и в Верховной Раде Украины. А процесс начался благодаря Януковичу? В том числе, вы извините, если бы не было инициатив и не было общественного, так сказать, давления, так сказать, снизу,
то вряд ли были бы инициативы, А которые Меджлис привели. имеет отношение к этой инициативе? Ну, конечно, имеет. Конечно, имеет. Именно благодаря этой инициативе был внесен соответствующий законопроект народным депутатом Украины Мустафой Джемилевым. Так все-таки Меджлис что-то таки делает, да, для того, чтобы восстановить Что-то права так и крымских делает. татар? Что-то так и делает. Вы правы. Вы очень хорошо охарактеризовали. Вот Это я- Что-то так и делает. Это я к тому, что вы очень часто в своих публичных заявлениях критикуете Меджлис и говорите, что в принципе это структура, А которая, конкретнее можно? которая бездействует. Вы конкретно можете сказать? Это очень много. Но это ваше последнее интервью, это газета «Полуостров», в которой я читала ваше интервью, к сожалению, не помню Вы знаете, я в даты. полуострове уже с 2008 года не работаю. Это когда? Какое последнее интервью мое в полуострове? Это Вы имеете сайт в виду? Милли Ферха, на котором вы регулярно постите какие-то свои... Ну, это не конкретно, понимаете? Если вы скажете, вот вы в такой-то статье, вот то-то, то-то сказали, я бы вам ответил, понимаете? Зачем я буду сам на себя наговаривать? Василий, вот наконец-то удалось мне с вами встретиться с того 2008 года, когда было ваше обращение к Путину. Мы по телефону пару раз Да. связывались. К сожалению, тогда не удалось. Да, и вот у меня спустя почти 5 лет такая возможность. Сожалеете о том, что обратились к Путину? Сожалею, что не выполнил всю процедуру, необходимую при принятии таких вот важных стратегических решений нашей организации. И я за это поплатился, вы знаете. Вот. Чем? Ну, тем, что я был отстранен от руководства Кенеша почти на год. Вот. Хорошо, а если вы посоветовавшись с Кенешем, например, все равно бы сделали это обращение, связавшись с господином Бен Наемом, которого я для себя открыл буквально недавно на ситуации со скандалом вокруг Мельника и Шавкета Ганиева. То есть я наконец-то увидел, кто такой господин Бен Наем. Вот не сожалеете об этой какой-то странной связи политической? Никакой политической связи с Бен Наимом у нас не было. Он в тот момент предложил определенные юридические услуги в составлении тех или иных исков, в том числе и по защите нашего права обучаться на родном языке к Министерству образования Украины. Вот. И это обращение совершенно, не связано с... То есть можно работать с Бен Наемом, да? Нет, конечно. Мы же после того, как он не выполнил своих определенных обязательств, мы уже через месяца 3, по-моему, после того, как заключили определенные соглашения по сотрудничеству, разошлись, и наши с ним после этого не сходились. Вообще мне интересна история ваших политических связей, да? И вы сейчас в Совете представителей при президенте, да? Соответственно, это лояльность нынешней власти по партии регионов и президентам, да? Вы сотрудничали... Ну, я бы так прямо не ставил такую связь, лояльность партии власти, партии регионов, потому что мы пришли туда в Совет для решения конкретных задач. И если не будет никаких возможностей эти задачи решать, у нас никаких обязательств ни с партией власти, ни с республиканскими властями не держат. Когда-то у вас было сотрудничество с Леонидом Ивановичем Грачем, да, вот, и вы считали, что возможно сотрудничать с коммунистами для решения крымско-татарских проблем. Это еще 90-е были, по-моему. Ну, что вы имеете в виду сотрудничество с Леонидом Ивановичем Грачем? То есть это во времена его спикерства, то есть не было у Что вас... вы имеете в виду? Я когда с ним сотрудничал, я сотрудничал с ним не как с коммунистом, а как с руководителем Верховного Совета Крыма, всего лишь. И никаких совместных политических проектов у нас не было с ним. А с кем у вас были совместные политические проекты, кроме Раметля Юрия Усманова? И последнего это Милли Ферка, да. Вот с кем из политиков вы сотрудничали? И были именно политические проекты у вас? Политический проект, это был, где-то, я так считаю, что с 1987 года по 1993 год, когда мы были тесно сотрудничали, работали с ныне покойным Юрием Бекировичем Усмановым. Потом... Я сказал кроме. Давайте мы, чтобы не тратить наш эфир на... Вот я сказал кроме. Кроме сейчас Милли Ферка и кроме Юрия Усманова, это известно. С 1993 по 2000 год это был уже проект национального движения крымских татар, который я сам вел. После этого у меня... Проект национального движения крымских татар? Да. После 1994 года? После 1993, после убийства Юрия. И после уже выборов Верховную Раду Крыма по пропорциональной системе, да?
В 1994 году была по пропорциональной системе выборы, а потом уже вот там другая система. После этого я перешел в публицистику, в общественно-политическую публицистику, работал в журнале «Остров Крым», потом в журнал «Крым». Потом я занимался в то время параллельно преподавательской работой. Ну, вот есть информация, что тот же «Остров Крым», он финансировался российским банкиром, да? Нет, он финансировался местными крымскими банкирами. Александр Рыбальченко, я даже могу назвать. А кто финансирует Милли-Ферха сегодня? Милли-Ферка финансируется Милли-Ферка. Ну, это как? Расскажите, это как? Какая процедура? Это членские взносы? Или что это за система? Это и членские взносы, и поддержка. А какие членские взносы в Милли-Ферха? Вот если я хочу вступить в Милли-Ферха, сколько я должна заплатить? Ну, вступительный взнос для того, чтобы вы вступили, это на сегодняшний день составляет 25 гривен, а по выбору и по самому состоянию человека, члена Милли-Ферха, он может выбрать для себя членский взнос в месяц от 5 до 500 гривен. И какой бюджет в общем у вас? Ну, расходную часть я могу вам сказать. У нас в месяц со всеми хозяйственными расходами, расходами на политическую, на общественную деятельность, у нас в год где-то от 60 до 80 тысяч долларов. Мы вот затронем тему политического сотрудничества и денег, да, и давайте вернемся к 91 году, когда вы были чиновником тогда, да, начальником отдела в Комитете по делам депортированных народов. Да, я даже с октября 90 года по март 91 года я возглавлял отдел возвращения крымских татар в Крым. И правда ли, что вы уволили Лентуна Безазиева в тот период? Завизировали, да. Что вы завизировали увольнение Лентуна Безазиева в тот период? Нет, у меня таких полномочий не было. Вот, это было полномочие руководителя комитета Юрия Викторовича Османова. Но он увольнял Безазиева, да? Ну да, конечно. И это была история, как-то связанная с 50 миллионами советских рублей, тогда выделенных Москвой на обустройство, да, и строительство каких-то объектов в рамках программы возвращения крымских татар. Ну, это давняя история, но тем не менее довольно интересная. Дело в том, что тогда впервые всему национальному движению, тогда не было, к счастью, деления на какие-то организации и так далее. Все работали инициативно. Давайте мы не будем уходить далеко от темы. Вот я сейчас хочу сказать, что тогда удалось выбить и зафиксировать отдельной строкой в союзном бюджете решение проблем крымско-татарскую проблему. И было выделено, вот сейчас уже могу немного ошибиться, но где-то порядка 250 миллионов рублей. И для начала, так сказать, пошли первые транши. Вот. И то есть вы, наверное, хорошо помните, как это стали осваивать эти деньги, да? Что на них стали строить? Ну, как обычно, желающих освоить их было очень много, а мы были тогда молодыми и неопытными, поэтому, естественно, считали, что это, поскольку отдельной строкой из союзного бюджета выделяются ресурсы, они должны тратиться исключительно на нужды и на интересы, на решение проблем крымских татар. Но со стороны крымских властей, тогдашних крымских властей, стали сыпаться предложения, что эту часть надо отдать на такие-то социальные программы, эту часть на какие-то другие социальные программы. Вот. Много социальных программ решили? Конкретно можете вспомнить, на какие? Хотя бы одну. Программы ушли эти деньги? Ну, дело в том, что нам практически не удалось воспользоваться этими деньгами, поскольку у нас уже в марте 1991 года, когда начался финансовый год, уже не стало. Этими деньгами уже распоряжались другие руководители комитета. За что-то Юрий Османов уволил господина Безазиева, правильно? Дело в том, что он перестал, так скажем, выполнять прямые поручения Юрия Бекировича Османова, и после этого, опять же, уже как бы немного время прошло, с определенными нарушениями процедуры увольнения это произошло, поэтому до конца решить этот вопрос ему не удалось. Подождите, я понимаю, что до самой смерти вы были соратником и доверяли Юрию Османову, да, до этого злополучного 93-го года. И если Юрий Османов принял
решение об увольнении Линтуна Безазиева, то вы, наверное, доверяли этому решению, да, и было обоснование, вы, наверное, хорошо знали обоснование этого решения. И тем не менее, сейчас вы работаете под началом человека, он ваш непосредственный руководитель в Совете представителей крымских татар, Линтун Безазиев, да, которого увольнял ваш другой соратник в начале вашей, нельзя сказать, карьеры, пути в крымско-татарском национальном движении. Давайте все-таки не путать, да, вот структура, которая называлась Комитет по возвращению крымско-татарского народа в Крым, это исполнительная структура с жесткими Вы с дисциплиной. Юрием Усмановым были не по комитету коллеги, да, Это а ваш по национальному политический движению. проект. Нет, Да. я имею в виду, когда мы работали, и когда Линтун Романович Безазиев тогда возглавлял хозяйственную службу, и причем назначенный был именно решением Совета министров Крыма. Вот. Это совершенно другая история. А Совет, извините меня, представители, это не штатная какая-то структура, которая... Неважно, это же вопрос доверия. Да ничего подобного. Дело в том, что в Совете представителей представлены 6 различных организаций. Вы сегодня У каждого- доверяете Линтуну Безазиеву? Сегодня в рамках тех программ и тех, которые мы решаем, у меня нет оснований в чем-то вот не доверять или, по крайней мере, И та первое- программа деятельности, которую мы обозначили для себя, она подтверждена и подписанными в 2011 году документами и вот вновь принятыми решениями на заседании Совета 30 смотрите, 31. очень часто, когда ваши сторонники, не скажу, что только вы конкретно, ваши сторонники, и давайте я не буду скрывать это по Фейсбуку, прежде всего, ваш сын, очень близкий ваш сторонник, начинает критиковать другие структуры, которые мы тоже критикуем, в том числе Меджлис, как конституция от ваших сторонников. Это наказ крымско-татарского народа от 1965-го, да, если не ошибаюсь, года. Вы знаете, Я наказ еще- крымско-татарского народа, я еще вопрос не это не сформулировал. конституция моих сторонников, это вообще-то был фундаментальнейшим документом всех инициативных групп национального движения. Но вы от крымских него не татар. отошли. Да? Вы от То есть него вы не придерживаетесь, отошли. что это основополагающий документ, да, национального Нет, движения? дело в том, что, извините меня, если Прямой честно, ответ. Это основополагающий документ для вас, как участника национального движения. движения? Да, безусловно. То Безусловно, есть, но... почему тогда это не но- конституция? То есть это базовый документ, от которого надо исходить. Да, это принимая какие-то базовый решения. документ, из которого надо исходить при составлении современных политических проектов и программ. И вот когда вы вошли в Совет, Это не означает, что надо зеркально переносить те формулировки, которые заложены в наказе 65 года, сформированного в условиях совершенно иной общественно-политической системы. я вас сейчас не собираюсь И сегодня. троллить насчет ленинских принципов, которые там есть. Не об этом идет речь. Не надо вот сейчас оправдываться Я в том, не в чем, оправдываюсь, чего мы даже не Я хочу, чтобы вы я- немножко поняли суть вообще-то. И наказа, и моей позиции. Хорошо, считайте, что мы не понимаем никогда никакой сути. Хотя вот с каким-то положением наказа, действительно, недавно и мне удалось ознакомиться, благодаря вашему сыну. Я о другом, что придя в Совет, первое, что вы озвучили, это наделение землей. Да? Вот если наказ говорит о крымско-татарской национальной государственности, о возвращении, и там несколько моментов, да, их не так много, и они очень понятные, то здесь вы сразу взялись за землю. Но... И сразу возникает теперь у ваших оппонентов вопрос, что вы взялись за лакомый кусочек такой вот. Ну, значит, давайте так. Значит, обозначено 5 главнейших задач нынешнего состава Совета представителей крымско-татарского народа. Вот. Это в том числе первоочередная задача, которая озвучена. Первая какая задача? Вот из этих 5 что на первом Первая, месте? для меня, например, первая задача – это решение вопроса о принятии закона о реабилитации, в рамках которого Можно и коротко? создан был- Принятие закона о реабилитации, в котором будут прописаны... То есть можно по-разному принять этот закон. Будет декларация очередная. Но- Нет, не будет декларации. Дело в том, что есть уже прецеденты принятия таких законов в той же Российской Федерации. И есть проект Мелиферка, который вы можете Там также есть на материальная Фейсбуке- компенсация? В этом проекте Мелиферха существует ли материальная компенсация за депортацию крымских татар? Ведь, как Потеря известно, собственности, да? ведь, как известно, в 2008 году перед оранжевой властью вы поднимали этот вопрос, требует $4,5 миллиарда компенсации Мы за не требовали, мы депортацию. показывали масштаб ущерба, который Сегодня мы вы нанесем этот вопрос депортации. будете поднимать перед президентом Януковичем? Мы будем принимать закон, будем ставить вопрос о принятии закона на базе тех разработок, которые сделаны
Мили Ферка, и которая Хорошо. опубликована Вот, на нашем есть сайте. давайте назовем здесь, давайте кроме публикации. Вот принципиальные позиции, от которых вы не отойдете. Любая работа политическая, это все-таки компромиссы. Да? Вот одна сторона, другая, вы работаете с властью, и на компромиссы придется идти. Вот принципиальные вещи, от которых нельзя отходить. От Васфи Абдураимова. Нельзя отходить от фундаментальных вопросов, связанных с восстановлением компактности и возвращения всех крымских татар, которые сегодня находятся еще в местах высылки. По разным оценкам это порядка от 80 до 150 тысяч. Восстановление целостности это называется сегодня. То есть в законе должно быть прописано это? Ну, конечно, это и прописано там. Понятно. Это и понятно. Возвращение всех, потомков тех, кто был депортирован в 1944 году, это принцип, от которого вы не отойдете. Следующее. Второй вопрос – это восстановление государственности, то есть, в нашем понимании, естественно. А как это в нашем понимании? Ваше понимание, кстати, тоже разное было, да, и некая русско-татарская государственность, и крымско-татарская национальная автономия в виде республики 21 года. Государственность – это прежде всего система власти, которая обеспечивает жизненные интересы сообщества, в том числе и крымско-татарского сообщества. Вот расскажите не просто форму, а ее признаки, да, потому что в России сейчас те прекрасные автономии, на которые любили ориентироваться и в НДКТ, и в Меджлисе, и на Дербикиров, мы все видим, как они больше и больше размываются, когда речь идет о переходе от национально-территориального устройства просто к территориальному, да. Эти предложения все сильнее звучат, когда не обязательно изучать уже языки коренных народов в школе, да, когда вопросы того же алфавита, они решаются в Москве, а не представителями этих народов. Вот вы скажите, как должна выглядеть эта государственность в Крыму? Уже не сравнивая, не говоря, как есть в России. Как должно быть здесь? Здесь должно быть обеспечено условия сохранения, развития и перспективы крымско-татарской нации, как этноса, как народа. Вот. Если эти условия будут зафиксированы в основном законе, так, нашей автономии, и будут обеспечены всей системой исполнительной власти, вот, в том числе и контроль над этой властью, которая обеспечит, что, вот, допустим, Осман Пашаев, его сын, его там внуки будут и впредь оставаться крымскими татарами с тем пониманием добра и зла, которые нас воспитывали. Для этого закон не нужен, для того, чтобы я, мой сын и мои потомки считали себя крымскими татарами. Для этого нужна государственность, Осман. Для того, чтобы ты чувствовал себя и был обеспечен и защищен всей системой государственной власти. Вы этот вопрос будете поднимать перед президентом Януковичем? Я все-таки не В понял. законе Вот про это государство. зафиксировано. Я немножко не понимаю. Я сейчас четко говорил, можно создать по образу Республика Удмуртия, да, вот есть там Мариэл или Мордва. И мы видим, что эти национальные формирования существовали, никогда не ликвидировались. Народы финно-угорские России не депортировались. Тем не менее, эти народы там, с 60-70%, их доля упала до 20% на своих национальных территориях. Их языки умирают, они остаются языком если сел. сравнить даже вот при тех нюансах, о которых вы говорите, Да. положение той же татарской нации в Татарстане, да, и тем положением, которым мы влачим здесь, как коренной народ Крыма, это земля и небо. При всех тех нюансах, о которых Простите вы за резкость. говорите. Сейчас мое предложение не фалометрией заниматься, а все-таки сказать, как делать. Мы не можем себя сравнивать с казанскими татарами, с Татарстаном. Их не депортировали, их численность никуда не девалась. Автентичные их регионы, села, откуда идет база, Вот поэтому, она не исчезала. Вот поэтому Расскажите мне, какая это обязательный государственный или республиканский язык, статус языка, который изучают все жители Крыма. Это, я не знаю, это обязательно в течение 5, 7, 10 лет компенсация за утрату собственности. Это какие-то преференции при поступлении в вузы и специальные татарские квоты. О чем идет речь? Вот признаки этой государственности. Это обязательно на крымско-татарском языке звучание в аэропортах, на вокзалах, объявления на крымско-татарском. То есть некое искусственное восстановление и вытягивание, да, вот статуса и языка, и народа. Расскажите мне об этом, вот конкретно, но без вот этих уходов в исполнение, контроль и прочие моменты. Давайте, знаете, вот о формах и национальной государственной и так далее мы поговорим в другой раз, потому что я так полагаю, что вы меня пригласили для того, чтобы я рассказал
о том, что происходит в Совете представителей, о новых веяниях, которые произошли в обществе. Вот. Я так понимаю эти вопросы, и это интересует наших зрителей. А мне кажется, что этот вопрос очень интересует наших зрителей, потому что это то, чем вы будете заниматься в этом совете. Как Нет, я надо в этом полагать. совете буду заниматься 5 вещами, которые оговорены на сегодняшний день с И мы руководством с вами республики. не договорили, да? Начали с закона про реабилитацию и еще 4 Вот пункта. я говорю, все наши положения и видение того, каким должен быть закон о реабилитации, он зафиксирован на нашем сайте, он опубликован, он прошел общественные слушания. Но для того, чтобы было более понятно, по уровню, так сказать, по уровню он должен быть не ниже того закона, который был принят в Российской Федерации, закон о реабилитации репрессированных народов. Это и политическая реабилитация, это и территориальная реабилитация, это и социальная и гуманитарная реабилитация. А материальная реабилитация? В том числе и материальная реабилитация, Там не есть только конкретная личного. цифра, заложенная в проекте? Нет, цифру будем считать все вместе, когда этот закон будет принят. А с кем вы будете считать эту цифру? Как это с кем? Сообщество, есть ученое, экспертное сообщество, есть у нас университет, извините меня. То есть вы сейчас все 5 пунктов раскрыли нам, да? Или мы до 2-го пункта дошли, чем мы В будем смысле? заниматься? Вот вы сказали, вот 5 основополагающих моментов, по которым будет работать Первый совет. – это закон. Закон мы уже обсудили, репрессированных попытались народов. обсудить его. да. Попытались обсудить, ну да. Вот второй вопрос, это, естественно, самая кричащая проблема, это земельный вопрос, потому что если не решить эту проблему, если не обеспечить определенные гарантии на землю, так скажем, то может постичь такая же судьба, как постигла палестинцев в Палестине. Вот, поэтому это надо обеспечить. А что принципиально нового вы хотите внедрить в решение Для земельного того, сначала вопроса? разрулить с теми гнойниками, которые сегодня существуют в Крыму, связанные с акциями Опять протеста. хочу конкретики. Это конкретика. Я вам еще раз говорю, есть- это касается судьбы 12,5 тысяч семей. Я понимаю, но Вот есть если мы взаимный разрешим- троллинг. Вот есть взаимный троллинг. С одной стороны, крымским татарам не дают землю, с другой стороны, крымские татары, некоторые, да, или их там некие группировки, по несколько раз берут и занимаются коммерциализацией этого вопроса, да? Есть И- правительственная комиссия, которая уже проверила, прочесала все эти списки. И есть все заинтересованные политические и общественные структуры, которые этим занимаются изначально. Вот, слава богу, сейчас, когда есть проявление воли решить и выделить эту землю, естественно, автоматически это не будет. У каждого политика я и у Рифата Чубарова это пытался узнать, да, и у вас пытаюсь узнать это. Вы готовы говорить о каких-то публичных реестрах? Вот я, например, не против, хоть у нас есть закон о персональных данных, что если бы я получил земельный участок, чтобы фамилия, имя, мой идентификационный код фигурировал для любого крымского татарина, не крымского татарина, не татарина. Если это что не запрещено законом, я только за полную открытость этих за полную списков. открытость. То есть вы Конечно. будете инициировать создание публичного открытого реестра Но если получателей это не земли. будет противоречить действующему законодательству, Так это я не можно могу- прописать. Я не могу перепрыгнуть через это самое, через действующее Но эта законодательство Украины. публичность реестра, она бы разрешила эти спекуляционные В вопросы? том числе, конечно, прозрачность и публичность, в том числе и реестров, и списков, конечно. А как без этого можно решить эту проблему? Если вы говорите о прочесывании, о проверке, то это говорит о том, что кто-то что-то проверяет, и создается новый коррупционный механизм. Да ничего Кто подобного, проверяет? ничего подобного. Это все зависит от того, кто решает проблему и на что То он есть и без настроен. публичности можно решить эту проблему. В рабочем порядке, как это требуется по земельному кодексу и по закону. Там все прописано. Важно, чтобы это все выполнялось и обеспечилось, так сказать, исключение вот этих коррупционных схем. Вот так вот. То есть публичность это не ключевая вещь в этом. Да нет, ключевая. Как это не ключевая? Кто говорит, что не ключевая? Я еще раз говорю, я за полную открытость и решение этих вопросов без посредников. Вот. И если я такие полномочия получу, а вот сегодня буквально, вчера было представлено представление о моем включении в рабочую комиссию, которая при правительстве Крыма действует, вот, тогда будем инициировать вот эти все необходимые моменты, которые обеспечат справедливое, так сказать, открытое, публичное и обсуждение проблемы, и выделение земли. Да, я хотела все-таки перейти. Вот Милли Ферхат, да, вы претендуете на статус представителя интересов крымских татар, да? Нет, я представляю интересы общественной организации Милли Ферхат. Сколько
Какой процент крымских татар поддерживает Милли Ферха? Значит, я буду оперировать теми цифрами, которые на сегодняшний день существуют, без всякой субъективности, так скажем. По официальным данным, за ту политическую силу, которая участвовала в выборах в 2010 году, вот, мы тогда шли под флагом Украинской селянской демократической партии. Это были провальные выборы для вас. Мы получили 7, это первые наши были выборы, первый политический опыт участия в борьбе за местную власть. Мы получили поддержку более 7,5 тысяч избирателей. И, это меньше 3% голосов. Ну, мы говорим о цифрах, вы сказали, вот я вам отвечаю сколько, а там будем уже считать потом. Вот. Потом мы имеем сейчас до уровня городского уровня, районного уровня более 100 депутатов. Тогда мы провели своих по всему Крыму. Это тоже достаточно значительная поддержка. И в рамках требований закона о политических партиях, когда мы собирали подписи в поддержку создания уже как партии Милли Ферха, только в Крыму нас поддержалось более 40 тысяч крымчан. Передо мной конкретные цифры, да? Подписей. Да, Это в 2010 году в районные и городские советы было избрано 123 депутата, из которых 101 выдвинуты Народным рухом, то есть Меджлис Курултай, да? И только 4 от Украинской селянской. Я вам говорю, 2 депутата городского уровня, 2 депутата районного уровня, а остальные у нас депутаты сельского, поселкового, ну и так далее. И вы сетовали на власть, которая брутально украла у вас голоса в то время? Не сетовали, я говорю о том, что были объявлены цифры, это можно проверить по публикациям. Руководитель штаба Рифат Чубаров объявил о том, что они получили чуть больше 36 тысяч поддержки голосов, а через 3 дня уже почему-то не председатель Центральной избирательной комиссии, а покойный Джарты объявляет, что эта политическая сила набрала не 36 тысяч, а 51 тысяча. Параллельно велся подсчет голосов. Хочу прекратить тему истории. Не, ну, задали вопрос, поэтому я тоже не хочу. Интересно, когда вы последний раз общались с Мустафой Джемилевым? На день рождения вашего дяди, когда ему исполнялось 50 лет. Может, расскажешь? Вашего дяди? Я не знаю, я не был на Интрига. этом дне рождения. Мы сидели буквально рядом. Это было, на 50 лет. О чем вы с ним говорили? Вообще беседуете с ним? Ну, после этого мы беседуем исключительно виртуально, так сказать. Он комментирует какие-то вещи, через я комментирую прессу, да? какие-то вещи, да. А личного контакта, к сожалению, нет. Просто сегодня рассказали такой факт, это, знаете, у нас программа такая занудно-сплетническая немножко, что вы в свое время получили по программе ТИКа, да, квартиру. И мне стало вдруг так интересно, как мог получить Васфи Абдураимов, если... Жена его, Васфи Абдураимов. Какая разница, хоть сын, хоть жена, семья Абдураимовых, если эта программа, как мне казалось, всегда контролировалась непосредственно Меджлисом и Мустафой Джемилевым, да, и могли... Я об этом открыто рассказал как корреспонденту Крым Хаберли Раджинсе, когда мне этот вопрос задали. Вот. Считаю, что этот вопрос вообще некорректный, но тем не менее, если это интересно кому-то, я еще раз повторю. Вот. Моя супруга Асия Османовна Абдураимова, одна из первых работниц созданного Крымского инженерно-педагогического института, по представлению ректора института Февзии Кубова, по той квоте, который был выделен по турецкой программе для работников этого университета 5 вот этих грантов, она получила не квартиру, а на достройку жилого дома. Определенную сумму, которую, слава богу, мы использовали по назначению, и дом достроен, и мы Это не живем в упрек, этом это доме. реально публичная программа была, это же не упрек. Вопрос, не препятствовали ли вам? Не было ли препятствия со стороны ваших политических оппонентов? Дело в том, что я к этому вообще никогда не имел отношения, потому что именно в тот момент, когда решался этот вопрос, это я тогда участвовал в выборной кампании. Это был 98 У нас, к год. сожалению, минута до конца эфира, поэтому у вас... Еще один принципиальный вопрос есть у меня. Вот, поэтому я не знаю, моя супруга, она занималась этим вопросом, а препятствий со стороны политических оппонентов, я не чувствовал этого. Сколько вы зарабатываете сегодня в месяц? Я? Да. Вот, я сегодня зарабатываю порядка $300, так вот в пересчете, чтобы было понятно. Это было 2500 гривен. Ну да, где-то так. Это был Васфи Абдураимов, председатель Кенеша общественной организации Милли Ферха
и заместитель председателя Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины. Сау у нас. До следующей среды.